Всем привет, меня зовут Светлана, я из Бурятии. Здесь я развиваю клуб здорового образа жизни, я консультант по питанию. Так, меня зовут Лена, мне 36 лет, и мой результат минус 36 килограмм. Я консультант по питанию, бурятка, живу в Калмыкии год и 3 месяца. У нас в Бурятии к борцикам всегда предлагают или сметану, или сгущенку. Нет, они немножко другой формы. У нас же делятся тоже там буряты, например, восточные, западные буряты, да. И вот есть район, вот, например, санголы бурятские, они делают, вот я по маме санголка, и вот такие бовы такой квадратной формы, и там делается ножом, вот так прям надрезается, вот так вот. У вас не так делается? Нет. У вас как делают? Вот так вот делают, да, в такой форме. А вы откуда? А вы, девушка, откуда? Хантипша. У нас там вообще такого национального блюда нет. То есть у нас и бузов-то особо там нет. Мы же эти, как говорится, бурятские тургуды. Можно пробовать? Конечно. Ура! А то время обеда, друзья. Дрожжевые? А вы на дрожжах делаете? Нет, не на дрожжах. По привычке все равно хочется макнуть. Мне не хочется. А мне хочется прям. Но вот я обратила внимание, что калмыки вообще очень сильно почитают калмыцкую кухню. Сталкиваюсь с тем, что люди очень часто, калмыки именно, едят на обед борцики, бёрики постоянно в рационе присутствуют. У нас, например, да, ну вот бовы мы же не едим прям так на постоянной основе. А на десерт у нас что подают? Ну, обычные трансжиры. Тортики, да. Конфетки, печеньки, там, ну вот такое все. А вот прям, вот чтобы борцики стояли на свадьбе, нет. Блин, так вкусно, что я... Можно еще? Так, там баранина, да? Да, баранина. Я прям чувствую баранину. Да. Чистая баранина, что ли? Да. Здесь говядина присутствует. У нас в основном свинина-говядина делается. Ну, фарш. У нас вообще как-то не принято, а в общепитах, вот в тех заведениях, где мы вообще кушаем бузы, подавать баранину. Вот сейчас я вижу, что позы рубленые. Перцем так много, хорошо. Ну, прямо чувствуется горит. Черный перец. Да. Не горит, Не но горит чувствуется прямо аромат такой черного перца, очень мне нравится. А лук? Допустим, Лука достаточно. Ну вот практически так же. Я вообще люблю, когда много лука. За исключением того, что здесь чувствуется вкус баранины, я бы сказала, что это вот прям как бурятские бузы, только домашние. С горчицей. Вот попробуйте с горчицей, реально вкуснее. Да. Очень вкусный соус, ничего не скажешь, но с горчицей вкуснее. Тесто оно немного толще, чем обычно мы делаем. И фарш, конечно же. Фарш у нас в основном это говядина, свинина. У нас еще есть такой вот Орангой, поселок за городом. Орангойские позы, они самые знаменитые считаются на всю Бурятию, потому что там они огромные, вот такие же, как у вас, даже еще больше. У вас какие плотные. А и они, это, кстати... У тебя есть свои полушария. А, да? Да. Вот так всегда, да? А у меня хрустящие, чем у тебя. Вы тоже Здесь есть бульон. Как я давно хушуры не ела. Один в один, как бурятские хушуры. Но вы тоже как во фритюре жарите, да? Да. Офигенно вкусное тесто, я не могу. Господи. Прямо мясо не пожалели. Очень вкусные хушуры. Вот прям они очень похожи на наши бурятские. И хушуры мы тоже, кстати, едим исключительно вот как бовы. Ну, иногда, не всегда. Так постоянно, вот так, чтобы на столе стояло, такого нету. Хотя я всегда считала, я не знала, что это монгольское блюдо. Я думала, это бурятское. И вот так на листике салата тоже первый раз вижу оригинальный. И везде соусы, да? А хушуры также и кушаются у нас. Как будто. С этим, с горчицей, соевым. Очень вкусно прям. Да. Здесь нет баранины, и вообще мне очень нравится, да. Мне вообще все нравится. Можно к вам сюда жить? Да, пожалуйста. У вас нам какие-нибудь дегустации намешаются, вы меня приглашаете? Обязательно. Номер телефона?